Куда пропало белое облако? Сегодня Ради Хабиров обсудил судьбу молокозавода с его сотрудниками. Во время поездки по Миякинскому району глава республики встретился с людьми, которые уже несколько недель вынужденно сидят без работы. И это при том, что население самого района растет, застраиваются новые микрорайоны. Ради Хабиров также ознакомился с деятельностью других предприятий и учреждений и наметил планы на ближайшие стройки. Об итогах этого дня и о том, появится ли на прилавках вновь известный бренд, в материале Артура Шамсудинова. Впереди он молочко пьет, да? Милота этих телят зашкаливает настолько, что пройти мимо глава республики не смог. Малышам несколько недель от роду. В телятнике не жарко, впрочем, животные чувствуют себя достаточно комфортно. Таким образом, немецкую породу приспосабливают к российским условиям. Они вырастут более крепкими и здоровыми. В 2018 году привезли нетелей из Германии, 165 голов. Вот и на сегодняшний день, вот как видите, приплод уже второй раз. Мы телят выращиваем здесь холодным методом. Это мы переоборудовали бывшие конюшни. Хозяйство «Маяк» – одно из ведущих в Миякинском районе. Учредитель – акционерное общество «Башнефтегеофизика». Продукция собственного производства поставляется во все столовые предприятия по стране. Мы хотим работать, счастье работать дома. Сложнее ситуация с молокозаводом, который на грани закрытия. Уже несколько недель на прилавках не найти продукцию предприятия «Белое облако». Из-за больших долгов работа встала. Под угрозой увольнения 150 человек, которые с криком отчаяния обратились к главе региона. Чтобы возобновить работу, необходимо порядка 250 миллионов рублей. Ради Хабиров пообещал рассмотреть этот вопрос на ближайшем инвестчасе. 2-3 дня надо, чтобы запуститься и начать работать. Да. Только оборотка нужна. Только оборотка нужна. То давайте так, дайте мне время, я занимаюсь. Вот вы будете сидеть, слушать, что у нас будет проходить, а мы будем взвешивать. А поручение уже сегодня дам на вас. Спасибо. Гораздо лучше обстоят дела у Миякинской рыбной компании. Это крупнейший поставщик морепродуктов на территории республики и прилегающих регионов. Здесь коптят, солят и загоняют в вакуум более 100 видов рыбы, которую привозят из Исландии, Норвегии, Камчатки и не только. Продукция вошла в список 100 лучших товаров России. Идет постоянная автоматизация производства. В России мы сколько задавали вопрос, такое оборудование в год один раз берут на всю Россию. Ну и вот тоже вот это оборудование пришло к нам, сейчас будем устанавливать, значит. Население райцентра увеличивается, а вот инфраструктура не успевает за столь стремительным ростом. На встрече с жителями Ради Хабиров пообещал, что в этом году в селе Киргиз-Маяки начнется проектирование школы, детского сада, а также игровой площадки. В микрорайоне Южный 777 участков, больше половины из которых выделены льготным категориям граждан. Порядка 100 семей уже заселены в свои дома. Сейчас здесь строятся системы электро- и газоснабжения, а по программе поддержки местных инициатив в нынешнем году будет проведено уличное освещение. В спортивно-оздоровительном комплексе Ради Хабиров понаблюдал за тренировкой начинающих борцов. Руководство ДЮСШ отметило, что в этом году в рамках программы «Сельский тренер» будет выделено 100 грантов. Однако поддержку не могут получать работники детско-юношеских спортшкол, так как они относятся к ведению Минспорта. А деньги выделяются по линии Министерства образования. Ради Хабиров пообещал внести корректировки. Деревенские ребята крепкие, тренировку не пропускают, ходят постоянно. Вот. Что им задачу ставим, они выполняют. Программа нужна для спорта, да. Вот ковер обещали, ну дай бог, что дали. В заключение рабочей поездки Ради Хабиров навестил ветерана Великой Отечественной войны Феодосию Пашину. Буквально накануне ей исполнилось 95 лет. На фронт она ушла в 1944 году. В качестве медсестры санитарного полка прошла Украину, Молдавию, Чехословакию. Победу встретила в Берлине. Глава Башкортостана подарил женщине телевизор и пригласил в Уфу на празднование 75-летия Великой Победы. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Александр Демидов. Новости. Миякинский район.